На первый взгляд у этой молодой женщины все в порядке. 29-летняя Сания Ситарова – мать двух детей. И она старается как можно больше времени проводить с 7-летним Хадымом и 4-летним Мирьем. Они ее поддержка, ее спасательный круг, который не дает ей утонуть в море отчаяния. Дети Санье – это то, что больше всего заставляет ее бороться за жизнь. Этой зимой врачи поставили Санье страшный диагноз – острый миелобластный лейкоз – рак крови. Конечно, для меня это был шок, для нас всех это был огромный шок. Вот. Я сначала не поверила. Что такое могло вообще случиться со мной? Вот так вот живешь и думаешь, рак, рак никогда меня не настигнет, да, рак это не про меня. Когда мне сказали, что у вашей дочки подозрение на рак крови, вы знаете, в этот момент мне так плохо было, и чтобы она не узнала, что я ей не говорила целую неделю. Не дай Бог никому, я врагу не пожелаю, не дай Бог никому. С того страшного дня жизнь всей семьи кардинально изменилась. Все они, от пожилых родителей до маленьких детей, стараются сделать все, чтобы помочь, поддерживать Санье и дать ей надежду. Когда у меня выпали волосы, то так, почему ты постриглась? Их первый вопрос был. Но они сначала не понимали ничего. А сейчас они уже волосы вырастают. Ты уже выздоровела. Я говорю, да, конечно, Палам, говорю, я не болею. Мы стараемся им не говорить, что я болею. Но они видят, они понимают прекрасно. Такого дня нет, чтобы мы с ней не созвонились или не увиделись. То есть она очень мне близка. То есть она вообще для меня самый родной человек. Санье была на волоске от смерти. Она перенесла уже 5 курсов химиотерапии, сейчас у нее стадия ремиссии. Но постоянно есть риск рецидива. Молодую женщину спасет только пересадка костного мозга. Из родственников донором для Санье могла стать только ее родная сестра Сабина. Но оказалось, что ее костный мозг не подошел для пересадки. Вы знаете, я как сейчас помню тот день, когда мне на почту пришел ответ анализа с Москвы, что, к сожалению, вы не можете быть донором для своей сестры, нужно начинать поиски неродственного донора. Вы знаете, я плакала весь день, я не знала, как сообщить своей сестре, то есть я не хотела ее расстраивать, ведь мы верили и ждали, что я обязательно подойду ей донором. Подходящего донора в стране для Санье так и не нашлось. Теперь его будут искать в Германии. Для этого нужно 2 миллиона рублей. Для семьи, которая уже потратила и тратит десятки тысяч на дорогие анализы, это неподъемная сумма. Да, мужу приходится быть на заработках. Я с 2 детьми сейчас пока между химиями дома, да, пока Так он работает у нас в музыкальной школе в Сайках преподавателем. А летом он уезжает на сезон, сейчас зарабатывает, чтобы каждая копейка на счету. Мы просим помощи всех людей неравнодушных помочь нам в нашей беде.